В Башкортостане запустили единый центр обработки вызовов системы 112. Этот номер ранее был доступен в Уфе, но в большинстве районов на него отвечал автоответчик, после чего шла переадресация на экстренную службу. Теперь время не будет уходить впустую. Отвечать будет живой оператор, независимо от того, где находится абонент. Уже сейчас в центр поступает до 6 тысяч обращений в сутки. Люди сообщают о пожарах, бытовых ЧП, бывают и казусные ситуации со счастливым концом. Репортаж Максима Окунева. Ручки, давай, ручки, давай. Ой, какой хороший. Сейчас мы тебя спасем. Бетонный плен едва не стоил жизни трехмесячному котенку. Пронзительный крик животного Уфимка услышала за стеной своей кухни. Спасатели вызвали малыша, и хозяйка квартиры, растрогавшись, решила приютить найденыша. Эта история могла бы закончиться печально, если бы не своевременный звонок женщины по номеру 112. В колл-центре сообщили, что такие обращения не редкость. Правда, значительная часть вызовов оказываются ложными. У нас высвечивается там неопределенный номер. То есть бывает детская шалость. Ребенок просто орет, играет или просто начинает что-то говорить. То есть мы спрашиваем, нужна ли помощь, родители дома или нет. То есть, если не отвечает, то отключаемся уже. Круглосуточно 334 сотрудника принимают звонки от жителей республики. Средняя длительность звонка по требованиям нормативов достигает 1,5 минут. Но предугадать, насколько затянется разговор, все-таки невозможно. Всего же каждый день номер 112 набирает 6 тысяч человек. Бытовые аварии, возгорания, вызов скорой. Эти обращения чаще всего поступают в диспетчерскую службу, после чего направляются к исполнителям. Звонки принимают на английском и даже китайском. Для этого абонента переключают на переводчика. А вот с традиционными языками Башкортостана проблем не возникает. По телефону 112 теперь можно получить и консультацию психолога. В отличие от платных услуг, в данном случае длительность звонка не ограничена. Специалисты говорят, что лишняя минута на связи может сохранить жизнь отчаявшегося абонента. Почти каждое дежурство звонит человек, который находится, у которого суицидальный риск очень высокий. И наша задача сначала просто дать ему понять, что он не один, и вот есть мой голос, есть я, и он в этом мире не один. Раньше служба приема звонков 112 работала в тестовом режиме. На создание единого центра республика затратила 114 миллионов рублей, а 23 миллиона было выделено из федерального бюджета. Такой проект по стране 17-й, а по Приволжскому округу у нас создано в Татарстане, в Самарской. Сегодня мы запускаем, по Приволжскому округу, являемся третьим субъектом. Еще один проект «Безопасный город», вопреки своему названию, работает на территории всей республики, но пока отслеживает лишь часть из всех возможных рисков чрезвычайных ситуаций, например, паводки или лесные пожары. Сейчас в планах расширение данной программы. Для этого потребуется установка новых камер видеофиксации, систем мониторинга погодных условий. Каждый житель республики может зайти на сайт и посмотреть, например, какая температура или направление ветра в конкретном определенном месте, есть ли какая-либо опасность. Дозвониться на единый номер 112 с мобильного можно, даже если на счете нет денег или сим-карта вышла из строя, чтобы жители не чувствовали себя брошенными в любом месте и при любой чрезвычайной ситуации. Максим Окунев, Расул Шагимарданов, Родион Матвеев, новости, Уфа.